исключаю это. Никаких передач. Чтобы я, если меня кто-то упрекнет, чтобы я ему сказал, ну, мы более-менее в этом бурном море плыли. Да, не богато жили, но было тихо и спокойно. То есть для меня это главное, у меня другие ценности. Понятно. Я бы хотела еще одну тему осветить. Извините, что я так перескакиваю. Ну, это вы же хозяйка положения. Да, которую я бы хотела вам задать. Вот я заметила еще такую особенность вашу. Вы, можно сказать, любите изгнанников. Вот до 2010 года, я знаю, сюда часто приезжал Борис Березовский. У вас здесь оказался, так сказать, благодаря вам Бакиев. Вы после украинских событий приютили Захарченко. Вот вы зачем это делаете? Почему вам кажется важным помогать? Хорошо. Я понял суть вашего вопроса, только вы дезинформированы полностью. Первое. Что касается Бакиева, да, действительно, по его просьбе, когда его просто все бросили, и он был в бегах на юге Казахстана, он тогда был на юге Казахстана, на руках с маленькими детишками и с женой, и когда те, кто с ним охотился, ну, по 100 грамм выпивали, с одной чашки ели и прочее, когда его все бросили, я ему позвонил, по-моему, я ему сам позвонил. Нет, он мне позвонил вечером, я не смог с ним связаться, а на утро я ему в ответ позвонил. И спрашиваю у него, до сих пор помню это, Курманбек, что у тебя там? И он заплакал. Говорит, по имени, говорит, Саша, ну ты мне никогда не был другом. Я это знаю, мы дружили с другими. Но я сегодня вот фактически в лесу с детьми, я прячусь, я не знаю, что мне делать. Забери хотя бы детей. Спаси, он говорит, спаси хотя бы детей. Я говорю, Курманбек, ну какие вопросы? Никаких детей, если ты в состоянии, там где-то скажи, где ты будешь, я тебя заберу вместе с твоей семьей. Я не имею никаких обязательств ни перед кем. Ты был президентом, и я тебя и сейчас считаю президентом. Если ты готов в Беларусь ехать, я тебя заберу. Ну, конечно, я шел по улице и разговаривал, а рядом со мной шел такой же сынишка мой, как его. И я это представил. И потом думаю, ну какие же сволочи. Ну все же вместе мы где-то там, как я только что сказал, с одной чашки пили-ели. Временами, не каждый день. А кое-кто там через день отдыхали, ели и пили. Почему бросили человека? Чисто эмоционально и по-человечески. Я его вывез оттуда. Я его вывез, помните, что тогда дымил этот какой-то вулкан, небо было закрыто над Европой, я послал самолет, и я его вывез оттуда вместе с детишками. Кстати, сегодня дети, я их видел месяц назад, самые пробелорусские, и я удивился, белорусский язык, который не такой простой, его дочка, отличница, дети полностью отличники учатся в школе, знают лучше, чем все наши белорусы. Стихи и прочее, такая патриотичная, и семья хорошая. Вот я Бакиева с таких соображений вывез. Что касается Березовского, который у нас был, не могу публично вам все рассказать, но он не с моей подачи здесь появился, а с подачи ваших властей. В смысле? Что? Вот без смысла пока. То есть вас попросили... Без смысла, Ксюша, без смысла. Скажу потом, без микрофона. Просто, вы знаете, я тоже с Борисом Абрамовичем делала